Прошел год с момента публикации доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Восточному Туркестану, и вопрос Восточного Туркестана интенсивно поднимается в различных средствах массовой информации. 6 сентября на одном из самых известных международных каналов Аль-Джазира состоялось ток-шоу на эту тему. В программе приняли участие господин Абдулварис Абдулхалик, президент Турецкой ассоциации прессы и СМИ Восточного Туркестана Истикляль Медиа Групп из диаспоры Восточного Туркестана, а с другой стороны политический аналитик и писатель Жун Хуань, пропагандист китайского режима из Пекина. Сначала ведущий расспросил гостей о докладе ООН по Восточному Туркестану. Председатель медиагруппы «Истикляль» господин Абдулварис заявил, что категорически отвергает противоречащие фактам заявления китайцев и отметил, что бесчеловечные действия в Восточном Туркестане были зафиксированы международными отчетами, очевидцами и спутниковыми снимками. Третий саммит Международного парламентского союза по политике в отношении Китая состоялся в Праге, столице Чешской Республики, где он набрал новых членов для поиска решений текущих глобальных угроз и вызовов Китая. На саммите обсуждались подрыв режимом Коммунистической партии Китая международного порядка, основанного на правилах, нарушение глобального мира и стабильности, а также различные угрозы свободе и правам человека и демократии. На ежегодном саммите по вопросам политики в Китае парламентарии из Филиппин, Кении и Парагвая получили членство в Союзе. Также на саммите министр иностранных дел Тайваня У Джаосе выступил с заключительной речью, поблагодарив Союз за поддержку Тайваня и подчеркнув, что решимость тайваньского народа поддерживать мир и стабильность укрепит общие ценности свободы и демократии. Коммунистический режим, осуществляющий систематический геноцид против казахских, кыргызских и узбекских мусульман, особенно уйгуров, проживающих в Восточном Туркестане, в последнее время начал ассимилировать людей, принадлежащих тибетской этнической группе, и усиливать давление на них. Согласно веб-сайту Bitter Winter News, базирующемуся в Италии, 4 сентября высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая Цинь Вэньцинь отправился в китайскую провинцию Ганьсу перед визитом в центральный город Урумчи и дал инструкции по репрессиям против тибетцев, живущих в регионе. Недавнее решение в длительной экономической войне между США и Китаем ударили по Apple. Акции Apple также упали на второй торговый день после новостей о том, что государственным служащим в Китае запретили использовать iPhone. Темпы падения акций технологического гиганта превысили 6%, рыночная капитализация компании снизилась примерно на $200 миллиардов. Оборот Apple в Китае, третьем по величине рынке, составляет 18% от ее мирового оборота. Большинство продуктов Apple также производится в Китае. Китайская администрация сообщила, что хочет улучшить отношения с Индонезией. В период усиливающейся борьбы за влияние с Соединенными Штатами в Азиатско-Тихоокеанском регионе премьер-министр Китая Ли Чан направил Индонезии, критически взвешенной стране региона с ее большим населением и экономикой, послание о расширении сотрудничества и углублении взаимного стратегического доверия. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, премьер-министр Ли встретился с президентом Джоко Видодо во дворце президентской резиденции в Джакарте, столице Индонезии, где он находится на 43-м саммите АСЕАН. Италия, которая является единственной страной-членом G7, включенной в инициативу «Один пояс, один путь», в рамках которой Китай стремится возродить торговлю на историческом шелковом пути с помощью крупных проектов, стремится к мягкому выходу из этой инициативы, не нанося ущерба своим отношениям с Китаем. Когда Италия обсуждала выход из инициативы «Один пояс, один путь» в 2019 году, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Антонио Таяни привлек внимание своими посланиями до и во время своего визита в Пекин 3-5 сентября. Перед визитом Таяни заявил, что Италия не получила того, что ожидала от инициативы шелкового пути, а также объявил в Пекине, что это новая эра для нашего укрепляющегося сотрудничества. По предварительным оценкам, 820 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7 баллов, произошедшего в Марокко. Национальный геофизический институт Марокко объявил, что землетрясение в городе Марракеш стало крупнейшим в истории страны за последние столетия. К городам со смертельным исходом относятся Марракеш, Азилал, Агадир, Урзат и Чичауа.